Учения начались с условного чрезвычайного происшествия. Нарушитель, преодолев входные ворота, проникает на территорию школы. Здесь же, на детской площадке, он оставляет подозрительный предмет, имитирующий самодельное взрывное устройство. Алгоритм действий отточен до мелочей. Как только на камерах наружного наблюдения появляется предполагаемый террорист, служба охраны незамедлительно предпринимает первые шаги для защиты школы, персонала и учащихся. Главная задача на этом этапе – изолировать здание от угрозы и не дать ей проникнуть внутрь. В школе вооруженное нападение. Сигнал тревоги мгновенно поступает директору учебного заведения. Пока охрана блокирует все входы, директор дублирует сигнал правоохранительным органам. От скорости и слаженности этих действий зависят жизни людей. 6-я школа города Назрань. Вооруженное у нас нападение. Прошу срочно принять меры. При получении сигнала о чрезвычайной ситуации первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья детей и сотрудников. Поэтому принимается решение о немедленной эвакуации через запасные выходы, чтобы максимально дистанцироваться от источника опасности. Все действия отработаны в соответствии с инструкциями и планами, что позволило провести эвакуацию организованно и без паники. Тем временем к месту условного теракта уже прибывают сотрудники ОМВД России по городу Назрань. Они блокируют проезжую часть, оцепляют территорию и готовят плацдарм для работы спецподразделений. На место стремительно подтягиваются силы Росгвардии, ЦЛРР, Управления Росгвардии по Ингушетии и отдела вневедомственной охраны по городу Назрань. Действия силовиков быстры и решительны. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвигаются к злоумышленнику, нейтрализуют его и берут под контроль. Угроза вооруженного нападения ликвидирована. Бросай оружие. Встаем. К стене. Руки на стену. Пока на улице вдалеке от школы находятся эвакуированные сотрудники и учащиеся, свои силы вводит управление МЧС России по республике Ингушетия. Спасатели проводят боевое развертывание, готовясь к возможным последствиям. Но осталась вторая часть угрозы – заложенное взрывное устройство. Сотрудники Росгвардии оцепляют место его установки и проводят все необходимые мероприятия по его условному обезвреживанию и разминированию. Цель масштабных межведомственных учений – отработать действия на случай чрезвычайной ситуации, которая, хочется верить, никогда не произойдет в реальности. Во исполнение указания министра просвещения России Сергея Кравцова, персонал учебного заведения и силовые структуры Республики Ингушетия успешно провели тренировку по отработке комплексного сценария действия при вооруженном нападении на объект образования и обнаружении взрывного устройства. Мы каждый год, практически в год 2 раза, в начале учебного года и в конце учебного года мы всегда стабильно проводим учения. Также в течение года у нас бывает инструктаж проходит, внеплановые мероприятия проводим. Все сработали слаженно и четко. Учителя, персонал и учащиеся в безопасности. Никто не пострадал. Важность таких учений сложно переоценить, особенно в преддверии Дня знаний. Они не просто формальность, а жизненно необходимая практика, которая позволяет проверить на прочность связку: охрана, администрация, силовые структуры, экстренные службы. Подобные тренировки отрабатывают мышечную память на правильные действия, чтобы в случае реальной опасности сохранить самое ценное – человеческие жизни. Адам Мережков, Хасан Евлоев, Магаз 24.